и я буду брать сегодня интервью у двух участниц из музыкальной группы Юна. Джуна. Джуна. Я как раз долго думала, Юна или Джуна. В итоге, да, Джуна. Спасибо. Еще раз. Музыкальная группа Джуна, и Ания и Александра из них. Ания Фаизрахманова и Александра Мустафина. Вот, и мы сегодня поговорим про музыку Джуны, про тексты, потому что они пишут тексты и используют чужие тексты на татарском. Вот, и сегодня уже был в эфире их концерт. Вот, а вообще месяц назад вышел новый альбом целиком на текстах современных татарских поэтов, в том числе Луиза Янсуар, которая у нас была вот тоже на других чтениях, и не только. Вот, и как раз поэтому интересно поговорить вот про язык, про тоже взаимодействие с поэтами. Вот, но, во-первых, вот, да, вот сегодня у нас две участницы, но на самом деле, если посмотреть любую концертную запись, то видно, что на сцене очень много всех, и они иногда меняются, и музыкальные инструменты меняются, вот, и, может быть, вы можете как-то представить немного себя и отсутствие их участников и рассказать там вот, кто за что отвечает, как это складывалось, как складывался ваш коллектив. Ну, сейчас нас двое. Я играю на укулеле и пою бэк-вокал, а Анья поет основной вокал и играет на клавишах. Вот. Вот укулеле, кстати, моя висит. Ну, не только У укулеле, нас, там еще много чего. да, мы начинали с 3 участников. У нас была вот я, Анья и Катя, она играла ритм. Сейчас она играет у нас на кахоне. Вот. И за это вот все прошедшие годы у нас много раз были движения в составе, и он устаканился буквально год назад. К нам присоединился басист, вот сейчас вот нынешний состав, Марат Шайхметов, гитарист Марат Латыпов и перкуссия, вот человек, который отвечает там за все шумелки-звенелки, Петр Егоров. Вот, еще у нас есть 2 соло-музыканта, это Эля Фейцах, она играет на скрипке, и Сережа, он живет в Москве, вот, и он у нас отвечает за флейты, вот. Ну и Тимур Милюков, который, помимо того, что у нас наш звукорежиссер, он еще очень много вносит по аранжировке, по звуку и вообще по всему, вот. Он наш саунд-продюсер, короче. Угу. И вот вы сказали, что флейтист у вас получается в Москве, и вы как-то записываете через интернет, или он приезжает, и вы приезжаете, как это Мы работает? когда выступаем в Москве, мы говорим: Сережа, ты заменяешь Элю. Это очень удобно. Вот. А так он просто успел здесь уже что-то записать в Казани. Мы это использовали. Но это не проблема, да, мы можем записать что-то и в Москве, сыграть нам. А вот сейчас во время карантина вы собираетесь все равно на репетиции и концерты, или какой-то есть переход в взаимодействие через интернет? Ну, слава богу, мы смогли провести презентацию. То есть это прям большая удача, что вот мы попали в такое окно, когда еще что-то можно было проводить. Ну, сейчас, в принципе, тоже в Казани особо не щемит мероприятие, но мы очень переживали, что все закроют. Слава богу, смогли 2 дня провести, 2 дня, потому что заполняемость зала должна была быть меньше, чем 70%. обычно. Да, и чтобы вместить всех, нам пришлось просто увеличить количество концертов. Вот, То есть вы 2 раза отыграли да. концерт? Вот, у нас как это было? Что вы, 2 раза? Или это как получалось, как репетиция и концерт? Нет, это прям 2 дня презентация. То есть 2 раза приходили разные люди. Первый день, конечно, у нас был очень сильно психованный и нервный, но второй день прошел вообще отлично. Вот видео, собственно, со второго дня у нас Вот, показывается. да, это очень удобно. В смысле, что можно таким образом, да, выбрать то, что будет, то, что все увидят из 2 вариантов. Да, и получается, что вот, да, вы выпустили альбом, и
где тексты все, вот тоже, как я уже сказала, написаны современными татарскими поэтами, и как вы их отбирали? То есть просто это там, не знаю, ваши знакомые, или это какие-то современные, самые известные татарские поэты? Каков был ваш принцип? Ну, это и наши знакомые, скорее больше, наверное, по такому принципу, да. Ну, есть такой элемент случайности тоже. Вот. У нас, то есть, среди поэтов это среди друзей это Йылдыз Минуллина, это Луиза Инсуар, вы наверняка с ним уже знакомы, естественно. Случайно так получилось, что мы взяли стихотворение другого еще поэта Азата Миргаязова, просто встретили его на мероприятии, и вот нам понравилось, и мы решили записать на его стихотворение тоже. А Роберт Ахмеджанов и Эльмира Шерифуллина, оставшиеся два поэта с нашего нового альбома, как мы к ним пришли? Роберт Ахмеджанов, я знала, что Йылдыз очень его любит. И я решила пошуршать ее страницы, и вот мы обнаружили, нам все подошло, все понравилось, потому что много природных метафор. Прям вот наша тема — это очень большое поле для различных вариаций музыкальных, и мы решили это взять. Вот. А про Эльмиру Шерифуллину, наверное, Саша подробно расскажет, что мы делали. Я сначала сочинила мелодию, и потом мне нужно было стихотворение. Я стала просить моих друзей, именно которые разбираются в татарской поэзии, прислать мне, у кого это можно подсмотреть. Вот они мне прислали Эльмиру Шерифуллину, и вот ее одно стихотворение прям супер легло вот на эту мелодию, вообще как будто специально так писал. А какой? То есть тут случайность. Тахатлыканем. И о чем? Электронный день. Такой. В целом это в таком глобальном принятии о том, что все вот то, что случилось, это хорошо, то, что самый счастливый день, это вот настоящее, это вот то, что надо жить сегодняшним днем, вот об этом. И это как раз как-то подошло по чувству той музыки, которая уже была. То есть у меня в голове было ощущение примерно, какая там должна быть эмоция, и это вот прям хорошо совпало. Вот. Здорово. То есть у вас сначала вот часто, получается, идет музыка, и потом уже текст вами придумывается, или вот вы подбираете, да, в таком порядке? Это у меня так. Я татарским языком владею на уровне младшей школы. То есть у меня семья русская. По-русски все говорили. И я либо прошу моих друзей татар, которые разбираются именно, либо, собственно, самих поэтов прошу, которые присылают свои стихи. И уже, часто бывает, что сначала музыка, потом слова. У меня так. Вот. А не я, а у вас? У меня важно, чтобы вот я поэта прям любила, чтобы это был мой близкий человек, и так получается. Скорее так. Сперва текст, а потом музыка. То есть именно какое-то западающее в душу стихотворение, которое рождает какой-то образ. Да. А вот, стих, соответственно, тоже не например, любой что? берется, как даже вот того поэта, в рамках одного поэта не любой стих, тоже должен быть какой-то внутренний запрос у меня, и когда вот пересекается, все совпадает, да, текст. А вот вы сказали, если я правильно поняла, что для вашего настроения, ваших текстов, музыки важны всякие природные метафоры. Да, это... Да, это не то, что что-то первостепенное, просто когда много метафоричных каких-то природных образов, это создает, лично для меня, большой простор для воображения. Ты можешь это объяснять для себя, использовать для своих разных ситуаций. То есть там стихотворение не говорит что-то конкретное, о каком-то конкретном событии, ощущениях даже о конкретных может не говориться, но когда описывается что-то с помощью природы, ты уже гораздо легче под себя это можешь померить, получается, и вот писать уже про себя. Вот. А когда в тексте все слишком конкретно, скорее всего, с тобой это, соответственно, может не совпасть. Ты не можешь это объяснить как-то для себя, чтобы потом использовать. Вот. И с этой точки зрения у Роберта Ахмеджанова очень хочу много сказать, что текстов. Я по образованию филолог, и чем хорошее стихотворение отличается от плохого? Там очень много критериев, я не буду сейчас их все вот перечислять, но одно из таких показателей именно хорошего произведения — это когда ты выражаешь все не напрямую. То есть у тебя, допустим, дичайшее там какое-то
переживания, боли, ты не пишешь «мне плохо, от меня ушла девушка», условно, а ты это через другое выражаешь. Вот. И это тоже очень важно, потому что у всех вот через какое-то описание, не знаю, там, как в Хокку, там, не знаю, трава колышется, Фузи стоит. У каждого будет свое на это ассоциация, своя ассоциация. Вот. Мне кажется, это такой показатель именно более высокой поэзии, чем просто текст песни. Мгм. А вот в татарской поэзии есть тоже вот такое часто, что вместо того, чтобы что-то прямо говорилось, есть большая иносказательность и такая витьеватость. Можно ли так сказать Ну, тоже? мы вот не специалисты, да, в области литературы, не литературоведы, но мне кажется, что есть и то, и другое, как и в русской, допустим, поэзии. Ну, вот недавно я была на мероприятии с современными татарскими, еще более молодыми, чем мы, там, татарскими поэтами, и там достаточно хватало и таких стихов, где достаточно прямо все говорится. Ну, то есть есть разные, как в любой поэзии, наверное. Ну да, вот тоже мы вчера с Радифом Кашаповым обсуждали современный татарский рэп, где как раз просто люди поют о том, что у них в жизни происходило и происходит, и именно это как бы, ну, это я не знаю, как тоже, если в филологии, это как вот литература факта была в раннесоветском времени, когда человек как бы фактами так оперирует. Вот, и как будто вот тоже там вот современной татарской музыкальной сцене есть вот те, кто вот такими фактами оперирует, наверное, и каким-то опытом таким очень конкретным, а вот вы оперируете таким чувственным опытом. Можно так сказать, да, что вот вы передаете, но чувства? Ну да, Наверное, больше про это, да. то есть там нету никакого ни политического, ни какого-то общественного, никакого такого посыла. Конечно, каждый может накопать, если захочет, но именно здесь про какие-то эмоции, про какие-то душевные такие движения история. Про ощущения, да. Мне вообще нравится, когда музыка, в принципе, не имеет какой-то цели внешней, что-то там, решить какую-то задачу. Это, конечно, имеет место быть, я не отрицаю этого, но мне больше нравится, когда музыка ради музыки, как сама цель, а не как способ что-то решить, какую-то проблему общественную, допустим. Ну, либо хайпануть еще что-то. Как часто это делается. А с историей, например, вот вы не думали работать? То есть вот когда, ну, там, не знаю, песня про какое-то историческое событие, например. Но Вот. это же тоже хайп. То есть Нам очень часто предлагают такое, да. Последний раз мой почему вы не написали песню? Почему вы не написали песню про коронавирус? Вот такой классный вопрос нам недавно задавали. Вот. Типа, а почему бы не написать... Коронавирус не вдохновляет просто, ребята. Ну, сколько песен написано про него, то есть кого-то он вдохновляет. Ну да. Я скорее имела в виду исторические такие события, то есть не из текущего, а тоже которые вызывают какое-то уже там воспоминание в ком-то. Именно вы имеете в виду историю татар или вообще, в принципе? Ну да, наверное, скорее татарскую историю, там, столетней давности, например. У Саши, кстати, предки связаны с историей письменности татарской. О, расскажите, очень интересно. Но мой прадед, это была тогдашняя татарская интеллигенция, и он был из семьи потомственных мул, и у него было очень хорошее образование, он был и в школе преподавал, и газету выпускал, там в нескольких редакциях работал, и был таким общественным деятелем, и он входил в комиссию по созданию вот татарского шрифта, когда она переходила с арабского письма на латиницу, они сначала хотели ее перевести, но когда пришел Советский Союз, они как бы такую реформу провели, что типа, мол, во всей стране у нас кириллица, и все национальные языки тоже будут на кириллице. Вот, то есть он стоял у истоков вот этого вот перехода. А он разрабатывал на кириллице или на латинице? Латиницу они тогда делали. И вот, потому что... что случилось что случилось с его работой ним после того, как вот пришел этот указ о кириллице? Ну, там все интересно случилось. Сначала он работал, собственно, когда пришел Советский Союз, как-то вот в их каких-то комиссиях. Потом его взяли, объявили врагом народа и расстреляли просто. Вот всё, конец истории. Потом
ну как, я не точно знаю, в какие именно даты там что происходило. Потом просто начиная там, по-моему, с 40-х уже все было на кириллице. Но вам лучше скажет языковед, а не я, вот насчет Мгм. конкретно, когда там что приходило. Но у нас даже в 90-е была какая-то попытка перевести назад на латиницу, но это все как бы не получилось. Потому что татары некоторые считают, что латиница лучше отражает звучание языка. Там М, какие-то буквы, когда читаешь по-русски, например, очень грубо звучит, а если м, читать латиницей, более приближенно к татарскому языку получается. Но м, поскольку у нас во всей стране кириллица, я думаю, сейчас невозможно это запустить. Вот. мгм. Ну да, раз уж, во-первых, хотела поблагодарить, что поделились семейной историей. Мне всегда это очень ценно, и вот, ну, мне это как бы дает какой-то объем понимания про художника, музыканта, как бы откуда он исходит. Это очень здорово. Вот, да, вот про язык интересно, что сейчас как раз происходит много же обсуждений языковых всяких изменений и языковой политики, вот, и вот этот указ Министерства культуры про язык в школах, вот, что вы о нем тоже думаете? И скорее тоже мне интересно через ваш опыт обучения в школе, потому что вот, Александра, вы уже сказали, что вы в школе учили начальной, и Ну, во всей школе, как это но было? я чуть попозже расскажу, пусть Синья начнет, как у Хорошо. нее был с татарским. Я училась в татарской гимназии. Ну, вообще, мы очень много переходили, на самом деле, у меня сестра двойняшка, мы с ней очень много переходили из школы в школу, в итоге мы заканчивали татарскую гимназию. В Казани, да? Ага. Да, в Казани. И нам было тяжело, на самом деле, учиться на татарском, то есть там все предметы были на татарском языке. И всякая там математика, физика, конечно, не очень легко давалась из-за этого. Вот. В какой-то период пришли англичане, ввели нам вот эти вот физику и английский на физику и математику на английском, и нам это Ого. нравилось больше, мы это понимали больше, это было легче, чем на татарском, допустим. Вот. И на самом деле, мне кажется, нас там держали, условно, по блату, мы там тоже музыку занимались, мы все хотели оттуда уйти, потому что нам тяжело на татарском было учиться. М, Но нас держали, как-то нам шли на уступки, там, как-то завышали оценки. Вот. То есть это к тому, что учиться было не очень легко, но когда, допустим, сейчас я узнаю у своих старших друзей, у которых, допустим, дети ходят в школу уже, что у них вообще нету даже факультатива на выбор. В некоторых школах есть, а в некоторых даже вот на выбор факультатива татарского языка нету. Но я была вообще в шоке. Потому что где, если не в школе, они смогут это еще сохранить в себе. То есть семья семьей, но как будто бы этого недостаточно. Кстати, у меня в семье почему-то на татарском языке не разговаривали никогда с ним. Причем всегда ругали, почему я не говорю. А потом поняла, что со мной это тоже на татарском не разговаривали. Допустим, они могут с родственниками старшими разговаривать, но не с детьми почему-то, с нами не разговаривали на татарском. Вот. А с бабушками, Вот получается? бабушка с нами на татарском не говорила. Тоже она, как бы, когда говорила с детьми, переходила на русский. Ну да, да. Вот. И то есть я понимаю, что в семье можно какой-то уровень сохранить, но чтобы там язык развивался как-то, не то что развивался, а вот именно на таком хорошем, не только на бытовом уровне был, да, существовал, наверное, нужно, чтобы на этом языке и науку как бы вели, и культурные какие-то процессы происходили. Там, не знаю, выпускались учебники по физике тоже на татарском. Да, это сложно, но, блин, кто сказал, что должно быть легко вообще? Я не знаю. А как иначе? Я хочу про свою историю еще рассказать. Поскольку, прадеда расстреляли, и его дети, 3 человека, от всех отправили в детский дом, а мать по лагерям. И вот этот вот возраст, когда именно можно легко выучить язык, просто находясь в среде, просто в семье, у них выпал на детский дом, и все они говорили по-русски, соответственно. То есть мой дедушка Виль Салахович, его сестра Чичкая Салаховна, у них абсолютно татарские, конечно, татарские имена, татарского языка у них как бы
ну, бабушка учила просто от своих татарских друзей. То есть вот настолько, когда уже взрослая была. У меня в школе, и у меня в семье никто не говорил, хотя говорили, что ты Мустафина, что ты не говоришь, почему ты ничего не знаешь. В школе Говоря, была вот это говорят уже сейчас или когда говорили про Мустафину? это мне уже говорили в школе. В школе. Вот. И в школе у меня была ужасная ситуация с татарским. Я была в русской группе. Ну, вы знаете, наверное, делилась на татарскую группу и русскую. Вот у ней была в татарской гимназии, у них только одна группа, я думаю, была. Вот. У меня была русская группа, и вот к нам все относились, я имею в виду, ну, то ли школьное руководство, то ли, в принципе, так было везде, я не знаю. Как будто, ну, что с вас взять-то? Вот. И у нас почти каждый год менялись учителя. Более того, татарский нам преподавали учителя географии, биологии. То есть кто сами по себе не татары. Но это не означает, далеко не означает, что они могут преподавать язык. Это вообще разные какие-то умения. Вот. И каждый год мы начинали с каких-то азов, и ничего вообще практически не оставалось у нас в головах, хотя то есть зазубривали, я помню, я учила татарский одно стихотворение про маму, наверное, очень трепетное, но я учила его абсолютно как китайский язык, потому что просто по слогам заучивала, никто там нам не объяснял, не давал там перевод, вот эти все ну, перевод давали, но так ничего особо не способствовало тому, чтобы мы именно структурно его выучивали, потому что каждый год менялись учителя. И мне кажется, ну, я слушала рассказы своих друзей, у многих школах в русских группах так было. То есть в итоге я знаю, вот прям из школы вышла со знанием, там, мама, папа, как спросить там что-нибудь, и там счет. Вот это все, что я так вот твердо знала на татарском языке. Это очень грустно на самом деле. Вы бы хотели другого, чтобы было такое просто качественное образование, спокойное? Ну, то есть я вот смотрю, как сейчас, например, учат детей английскому, с ними сразу на уроках говорят на английском. То есть как бы не понимаешь, ты все равно через месяц начнешь все понимать, то есть, что у тебя происходит. У нас такого не было, просто мы учили какие-то топики, не понимая их, и учили какие-то окончания, не используя их в речи, то есть с нами никто не пытался даже на татарском говорить. Ну да, ну то есть это чисто проблема учителей, которые просто сами были не Это скорее квалифицированы даже для этого. это скорее система такая, то что вот надо русскую группу, ну давайте как-нибудь придумаем русскую группу, вот что-нибудь им будем такое давать. То есть это как бы для галочки было. То есть Ну и да. учителя-то нормальные, что с них взять? Им сказали, они делают, вот. Ну да, то есть просто еще я тоже слышала рассказы именно про там учителей, которые очень травмировали кого-то, Не, ну, учителя, конечно. Мне вообще как бы отношения. кажется, что преподавателем, учителем должен быть прям вот, не знаю, самый... Вот было бы круто, если бы гении были бы учителями и преподавателями, да? Ну, имею в виду, у которых есть еще к этому предпосылки какие-то, потребность преподавать. Но то, что ты должен быть там суперзвездой, чтобы заинтересовать ребенка, выучить там тот же татарский, допустим, если он русский, да, ребенок. Вот. Но в итоге что превращается? Ну, качество образования, естественно, тоже ни к чему хорошему не У приводит. нас еще был очень стрёмный учебник для русской группы, я не знаю, как был для татарской, там, в общем, ну, он был абсолютно неструктурный, то есть там, чтобы вот по нему нельзя было сесть и начать говорить, вот прочитав все это вот, все вот выучив, абсолютно никакой этой нормальной базы не было. То есть у меня была французская гимназия, нас учили и французскому, и английскому, но там еще и татарский был. И просто сравнивая учебники, это вообще небо и земля. Ну, видать, сейчас, кстати, говорят, что новый учебник выпускают. То есть люди, вот эти вот наше поколение, они годами учились под таким дурацким учебником. Все, говорят, выпустили новый. Может быть, хоть какой-то процент будет лучше учиться из-за этого. А новый вот это как бы какая-то чья-то инициатива именно локальная, там, активистская, или это уже официально принятый учебник? Вы знаете об этом что-то? Я просто не знаю. Вот новый учебник. Я тоже не знаю, но я знаю, что его прям вот несколько лет назад прям выпустили. И какая дальше его судьба, я не знаю, я со школой просто не сталкиваюсь. Сейчас. Ну да, вот я говорила, да, про систему нормальную образовательную, которая должна быть вот для языка. А вы не думали, что
ну, ваши тексты именно на татарском, они тоже какую-то такую работу проводят, то есть что люди их слушают и восхищаются их красотой и звучанием, и понимают, что это, ну, начинают, например, повторять, как люди песни тоже на иностранных языках начинают учить, и потом, может быть, и язык. Вот вы не знаете, не Ну, вдохновляет? песни, кстати, это супер инструмент для изучения любого языка. Я сама потому что раньше английский учила. Это желание появляется, какая-то мотивация, дофамин вырабатывается на песню, ты начинаешь все это учить. Вот. Но у нас такая проблема, что у меня акцент, и у нас неправильный татарский получается. То есть эталон, не то, что можно слышать и повторять. Скорее нет. Может быть, это для более искушенного в татарском языке человека, который примерно понимает, как надо, но просто у него это вызывает интерес, вот, он слушает. Ну, Да, нам писали, что, может быть, мол, это зато живой язык, то есть это же именно ваш настоящий язык, потому что тоже, если вспомнить, не знаю, какие-нибудь учебные песенки по английскому языку, они же, ну, они, может быть, на очень хорошем британском английском, но это не очень естественно звучит, вот, а Да, это... он английский свой. Ну, есть Кстати, такой момент, да. я недавно подумала вот о чем, что вот многие говорят: ой, а у вас акцент, что-то вы не настоящие какие-то, пластилиновые татары. Вот, и я подумала о том, что, в общем, по сути, если брать срез вообще в Казани, в Татарстане, как говорят в татарском, вот так, с таким акцентом сами татары очень часто и говорят. То есть это не так, что вот одна Ания поет с акцентом. Это очень многие люди тоже говорят с акцентом, и это, в принципе, нормально. Так, может быть, это и есть срез вот современной татарской, собственно, речи. То есть почему говорят, что это прям акцент? Вот. Ну, еще помимо акцента у нас тут ударение в некоторых местах неправильно. То есть мы делаем выбор в пользу ритма, допустим, да, в пользу музыки, и поэтому прям иногда уже как бы идем к поэту прям с Луизой и обсуждаем, Луиза, вот смотри, вот не выходит вот произнести вот такие слова правильно. Она такая смотрит, не-не-не, надо правильно, а потом смотришь, что реально не получается. Тогда, блин, надо быть музыку, я такая, ну ладно, хорошо. Это интересно, что как бы она дает свое разрешение, то есть это не... Ну, не то, что там взять какого-то поэта, тоже, например, классика, и без его разрешения как-то его переначать, и потом все будут говорить: о, это оскорбляет память о поэте. А тут как бы настоящий живой поэт понимает, что это нужно. Не, ну насчет того, что спрашивали ли у нас переводы, о чем там поется, да, то есть нам пишут, спрашивают русские, не знаю, в общем, не татарские люди, о чем песня, ой, так интересно, ой, да, а я и даже не думал, что там об этом поется. И еще стоит отметить, у нас язык татарский, он не бытовой в песнях, то есть это поэзия, там сложные слова, там сложные обороты, они не всем татарам даже понятны. То есть это немножечко другой уровень языка, и то, что нас татары не понимают, это не всегда из-за акцента, просто часть слов там действительно сложные. Вот. Ну да, то есть я тоже сейчас подумала, что... Ну, я просто по образованию лингвистка, и тоже вообще есть научная точка зрения, что нет какого-то одного языка, то есть там нет одного русского языка, нет одного там тоже какого-нибудь редкого языка, и нет одного татарского, есть много как бы разных каких-то языков, каких-то сообществ, например, и, может быть, ну и вот каких-то жанров. И просто как раз получается, что вы на самом деле совмещаете разные жанры, то есть именно через перевод в музыку вы, ну, как будто какие-то, я не знаю, я тоже это вижу как такое, типа, немного разобщенную какую-то картину, и вы ниточки такие проводите. Не знаю, вы не чувствуете тоже какую-то такую свою роль? Роль в том, что мы... Соединяете какие-то, может быть... Ну, это не только про вот язык и музыку, а вообще, то есть через то, что, например, вас слушают очень разные аудитории, и это их как-то объединяет, там, на концертах хотя бы. Поколения и культуры. Ну, если задумываться, то да, а вот так-то я бы даже об этом... Ну, не то, что мы чувствуем, вот вы говорите, и мы такие, ну да, есть. Мы не то, что мы об этом думаем, когда пишем песню. Ну да, я понимаю, да. Мы, кстати, вообще удивляемся, когда видим аудиторию в зале, ну какая она. Вот я вот... Вот, я как раз на самом деле эта мысль об этом была. То есть я, когда смотрела какие-то записи, клипы, там
камера показывает и те, кто находится в зале, и это, конечно, интересно всегда. Вот я сама в шоке каждый раз. Я даже не до конца осознаю, когда хожу там в день концерта. А потом понимаю, что Да, так, это же то люди есть, пришли на нас. да, то есть у всех, я думаю, начинающих музыкантов и продолжающих, когда такое ощущение, ну, что вот сначала на концерт ходят друзья, там мама, папа, еще там кто-нибудь родные, а тут ты приходишь, и ты никого не знаешь из этих людей, кто эти вообще, кто эти люди, и они пришли сами ногами, то есть их никто не заставлял, и это прям на самом деле удивительно, вот, ну, ощущать такое. И они из каких-то других, из разных кругов, да, социальных? То Да, есть, да, да. Есть вот совсем взрослые. ну вы же как раз, как я тоже понимаю, вы вместе из КФУ и с какой-то, наверное, такой консерваторской тусовки. Не консерваторской. Не консерваторской, простите. Мы вообще не Но, профессиональный музыкант. КФУ — это Казанский федеральный университет. да, и прошу прощения, я имела в виду такой приближенный к университету, и в целом, ну, вот это тоже Александр рассказывал про историю семьи, то есть как интеллигентской, получается. Саша голубых кровей вообще, да. Зеленых. В общем, мы с Аниевой посещали хоровую капеллу Казанского университета, Да, а там я имела в виду. волей-неволей ты становишься, как бы, начинаешь вот в этом всем копаться, то есть тебя как бы приобщают через эту музыку, через песни, через тексты, абсолютно на разных языках приобщают к какой-то глобальной мировой культуре. Это есть, вот. И мы с нее очень любим хор, и поэтому мы на презентацию даже позвали хор, такой небольшой хоровой коллектив, и сами в музыке это любим использовать. В общем, вопрос был про то, как повлиял университет или... Нет, что изначально вы тоже друзья, которые ходили, как я представляю, это какая-то университетская тусовка, но потом это, поскольку у вас уже большая аудитория, много слушателей, то это какие-то неожиданные люди, даже не в смысле незнакомые, а из каких-то непонятных вам раньше кругов, например. Да. На Да, это так. фестивалях тоже. То есть мы вот в этом году играли на Таткультфесте, и вот реально пришла вот вся толпа вот перед сценой стоит, и я, честно говоря, была удивлена. То есть это, ну да, крупный фестиваль, по-любому люди бы ходили, но я просто сравнивала, что там после нас, до нас, после нас люди ушли, до нас вот на нас люди пришли. То есть они как будто специально пришли вот нас послушать, потом уже ушли там дальше какие-то дела делать. Вот. Такое есть. И люди абсолютно разные. Там, то есть взрослых было, то это люди там за 50 какие-нибудь мужчины взрослые. Ну, мы с ними, в принципе, не так много общаемся, мы даже не знаем, что у нас общего с ними, может быть, в плане какой-то музыки. Вот. А они говорят, вот мой папа, например, возраста моего папы люди. Да, кстати, папа интересную вещь сказал. Про Да, то, что папа похожа мы на этих шестидесятников. Папа сказал, что он похож на Led Zeppelin именно мышлением. И я офигела, я даже об этом не думала, что вот именно тому поколению мы заходим, потому что мы именно, ну, не вот этими тяжелыми гитарами, там, не какими-то такими эпичными вещами, но мышлением мы похожи на Led Zeppelin, он сказал. И это, наверное, вот. То есть именно что фолк из 60-х, такой солнечный, радостный. Не-не-не, именно конкретно музыкальными гармониями, какими-то переходами, то есть какими-то музыкальными вещами, сложностями, какими-то такими вот. Он сказал, что это вот поэтому вас вот такие люди слушают, он сказал. То есть это вот меломаны тоже. Да, именно меломаны, то есть не просто обычные, как бы, не самые простые люди, вот. А действительно, вот кто вас вдохновляет из той эпохи или более современных музыкальных? У меня 60-е — это вообще прям отдельный период жизни, когда я прям очень сильно любила всю эту историю. Сейчас уже меньше слушаю. То есть мне вообще в целом такая звуковая эстетика нравилась, не знаю, если можно говорить, музыкальный какой-то, получается. Направление мне очень нравилось 60-е. А вообще в целом, ну, я начала любить музыку, наверное, вот с английских групп. Но справа мне в зубалке показали Beatles,
чтобы вот это мы будем петь. Я вообще офигела, думаю, это что вообще такое, почему так красиво. Я была в шоке. Я тогда уже была достаточно взрослая, не знаю, какой там класс. Что и может. Вот. Что еще? Ну, вот хоровая капелла уж повлияла, там академическая музыка. Потом такой легкий брит-поп. Я все время называю, что моя первая музыкальная любовь — это группа Coldplay, когда мне самой захотелось тоже завести группу. Мгм. Ну, их первые 3-4 альбома. Потом пошло немножко увлечение русскими группами, но больше, конечно, я слушаю зарубежную музыку. Саша, что скажешь? Мгм. Ну, у меня папа, он музыкант бывший, и он, когда мы были маленькими, вот ставил пластинку Битлз и погребушками, так нам с сестрой, в смысле, у меня тоже есть двойняшка. И вот это вот, у него в машине всегда играл Queen, Битлз, Боб Марли, Линда, кстати, Фадеевская, и еще там Вау. Deep Forest, Энди и прочие вот подобные на то время, ну, в общем, такие популярные вещи, именно Мгм. андеграундные. Вот. А, И вот я на этом выросла, и для меня, на самом деле, иногда бывает шок, что человек Битлз начал слушать там в 30 лет. Типа, как это возможно, как это мимо тебя вообще прошло? Вот, то есть вот эти вот все достаточно классические вещи я назвала, то, что вот, ну, классика жанра, допустим, регги, это Боб Марли. Вот это вот все у меня прям с детства впитывалось. Вот, не я упомянула хоровую капеллу, и да, то есть там открылось столько просто разных эмоциональных каких-то именно музыкальных красок, которые выражаются всего лишь голосами. Это просто как бы, ну, удивительно. Вот. И сейчас я на самом деле люблю музыку типа сама для себя слушаю, перешла на такой фолк, типа Дахи-Брахи, вот они для меня просто кумиры именно в жанре фолка. Вот. Мгм. Именно за счет того, что они тоже чувствуется и какая-то традиционность, и современность, или Они очень крутые сложно это тем, всё? что их всего 4 человека, но они вот каждую песню выдают, как будто это абсолютно разное произведение. То есть они там постоянно меняют краски. Это прям очень-очень круто. И композиционно там прям просто супер. То есть все настолько тонко настроено, вот какие-то такие вступления. Каждый там, не знаю, звучок, он вот на месте. Это не просто вот вышли и сыграли песню. У них очень аранжировки классные, Мгм. глубокие. Вот. То есть, вот, да, то есть я спросила про близость фольклора, на самом деле не так здесь даже важна, но важна скорее профессиональность такая музыкальная и Да, ну, то есть аккуратность. фольклорных коллективов очень много хороших, очень много кто поет эти народные песни по-всякому, по-разному, под дабстеп, под какой-то грув такой тяжелый, под рок, но это все как бы просто, вот они делают сложно, это прям вот классно. Мгм, мгм. Я вот, кстати, тоже вот когда вас слушала, думала про то, что это как раз это не похоже вот на, такой простой фолк, а это именно явно, что вы очень много времени посвящаете музыкальным аранжировкам и вот, как бы как вот это все выстроить. И вот что вы думаете про то, что сейчас вообще много появляется, и я думаю, на татарской сцене тоже вот таких разных вроде бы фольклорных групп, которые работают тоже, вот, ну, как говорят многие там с национальными языками и культурами, но при этом как бы музыкально они довольно такие примитивные, можно сказать. Вот. Кстати, можно продать вам тоже вот встречный вопрос по поводу фолка? Вот вы много фолка видите в нашей музыке, да? Ну, как вообще вот это определение инди-фолк? Ну, Я мне просто вообще слабо вижу. в смысле, что вообще... Ну, я скорее действительно тоже, поскольку вы как бы западный такой контекст задали, я тоже думала скорее про западный фолк, который такой пост-шестидесятнический, наверное, и как американский фолк, и теперь какой-то современный, то есть Эдвард Шейп и Magnetic Zeros, я не знаю, какие-нибудь тоже ребята, которые с большой толпой выходят на сцену и играют на куче разных инструментов, и без привязки к какой-то традиции. Но
как раз у вас она как бы есть, но не супер обязательно. Не знаю, как-то так это музыкально. А привязка к традиции, почему вы думаете, что у нас есть из-за языка татарского? Да, я имею в виду, что вот язык, он как бы делает такой эффект, но отличается вот от каких-то групп, которые именно как бы вот напирают на национальный какой-то колорит. Вот, А если бы мы сделали то же самое, только на английском языке? Было бы там что-то национальное? Мне кажется, что как раз вот для меня играет роль то, что я не все, что я не понимаю текст, и поэтому я могу лучше понять музыку. Вот. Мы просто совсем стараемся, не то что стараемся, мы в принципе не ставим такую задачу, какую-то национальную, не знаю, сторону показать нашей музыке. У нас, по-моему, нигде нет пентатоники, да, вот это вот. Есть в одной песне, но она там не типично татарская пентатоника. Какой песни? В Треканем вся мелодия — это пентатоника. Ничего себе, Господи. Ну, в общем, мы бы даже не характеризовали себя там как именно татарскую группу, татароязычную скорее. То есть мы делаем музыку просто на татарском языке, без цели там сохранить что-то, развить что-то. Наоборот, даже мы, получается, неправильно произносим татарский, это же тоже как бы не всем нравится с точки зрения сохранения. А по поводу вот вашего вопроса, то, что много татарских групп, они делают что-то примитивное, вы сказали? Не татарских, нет, я не имела в виду как раз общетатарских, я скорее про то, что вот есть не только татарские, но в целом, не знаю, я не хочу просто говорить какие-то конкретные в эфире, вот, но группы, в которых есть из разных культур, но в первую очередь национальный колорит, национальные костюмы, очень много национальных инструментов, и как бы, но при этом это такое могут быть, например, из кучи разных тоже соседних культур, какой-то такой микс. И музыкально это выходит так довольно попсово, я бы даже сказала. Вот. И вопрос просто был в целом, что вы думаете о таком вот тренде? Ну, мне просто кажется, что это самое простое, что можно сделать с народной музыкой. То есть это добавить такую хорошую бочечку, выйти в костюме и спеть именно, ну, как бы спеть тяжело, конечно, красиво, но обычно они все красиво поют, но просто это самое простое, что приходит на ум, типа, что можно сделать, как это можно оформить. Ну, опять-таки, похоже, цель у них не музыкой заниматься, а именно вот что-то там, национальную идентичность как-то поддержать. Просто они делают с помощью музыки. Они не музыкой, в первую очередь, занимаются. Поэтому у них так и получается. Если бы у них была музыка на первом месте была бы, они бы как-то по-другому это делали, наверное. И, собственно, поэтому я не очень люблю такие вот проекты, потому что это не про музыку. Это, ну, что угодно, но не про музыку получается. Ну да, то есть это скорее как какой-то перформанс на тему сохранения. Ну да. То есть у них есть задача. Типа, смотрите, вот мы сейчас так не ходим, мы никогда национальный костюм, там, в магазин вот не выйдем в этом национальном костюме. Ну так вот, допустим, бабушка ходила. И то бабушка ходила, наверное, в черном или там сером, или в белом каком-нибудь, но точно не ярко-розовом костюме, потому что красок тогда таких не было. Вот. Это типа, вот посмотрите, вот когда-то были вот такие вот чуваки, мы к ним условно относимся, вот у нас условно была такая музыка, прикольно. Ну, так, это хорошо, в принципе, потому что это как-то сохраняется в такой форме, но это просто. Вот. Ну да, ну и это на самом деле еще, на мой взгляд, просто, потому что это как бы продолжение советской национальной политики, вот этих ансамблей, которые были в любой республике, и типа символизируют дружбу народов, но при этом эффект от этого музыкальный, на самом деле, наоборот, только такой, что локальной какой-то музыкальной интересной сцены и не возникает тоже. И там, не знаю, Ну, то есть, да, это же все идет от вот этих советских музыкальных школ, мне кажется, которые, ну, не все, конечно, но многие именно в таком формате могут только подавать какую-то национальную тему. А если ты придешь, например, в консу, там те же самые народные песни, они же совсем в другой аранжировке, совсем в другой обработке, это совсем по-другому звучит. Вот. То есть это, хотя тоже национальное, это
тоже вот такая. Но когда создавался это не эстрадная, а академическая музыка, им тоже все говорили, что вы все ломаете, что вы все М, делаете не так, зачем, вот как бабушка пела, так надо и петь, вот. Ну, то есть это все тоже через какие-то заборы им приходилось перелезать, чтобы вот это все появлялось. мгм. Про эстраду вы абсолютно верно сказали, что это вот оттуда идет ногами. Просто такой формат Кстати, вот выступления. я действительно я не знаю про, музыкальные школы современные татарские. Там вот как раз это присутствует, да? То есть что все выступают, в ансамблях, Все зависит от конкретной музыкалки и конкретных М, преподавателей. От вкуса, получается, даже преподавателя. Вот я считаю, что мне повезло с преподавательницей вокала, и мы там пели всякие, в хорошем смысле, эстрадные, джазовые всякие вещи. В том ого. числе там на татарском тоже был материал, в таком, получается, эстрадно-джазовой обработке. То есть тут, где, наверное, индивидуально, ну, а по поводу вот этого вот попсы, да, в плохом смысле, где какой-то один тупой бит, еще когда вы говорили, я думала, это, наверное, даже больше для заработка, что ли, просто легкие деньги. То есть люди идут на это. Ну, для большинства это, да, легкий способ Я повеселиться. Нормально. идут, публика идет, валом на Что? такие публика сама тоже идет на такое. Ну, да, у публики, у которой нет особого запроса, ну, то есть у нее, допустим, нет, не потому что она плохая публика, просто у нее нет какого-то бэкграунда и нет такого запроса к чему-то сложному в плане музыки. Они с Мгм. удовольствием идут на простое. А те с удовольствием это делают, потому что хорошо продается. Нормально дело. А еще я сейчас скажу очень, наверное, ужасную вещь, но мне рассказали, что на Татарстан именно на эстрадных певцов работает буквально ну, 3-4 композитора. И вот представляете, а эстрадных певцов около 1800 где-то. Вот это огромная толпа просто, это вот как целая школа. И каждому из них надо там, не знаю, в месяц по песенке выпускать. Представляете, какой это конвейер? То есть тут не до творчества, тут вообще не до чего. То есть это просто вот Хорошо. так вот Ну их да, машина по производству да, контента. и вот у каждого из этих певцов там, ну, они же не только народные поэты, они поют разные эстрадные песни, еще и тексты там кто-то им пишет, то есть, ну, все достаточно там просто там песня про маму, песня про расставание, песня про детей, песня про любимый мужа, например. Ну, достаточно такие близкие темы к народу, там, в принципе, все понятно, нет такой прям глубины, вот. Ну да, но мне кажется, что все таки народ не дурак, и долго такое Вот я про это хотела сложно. сказать. Тоже Мгм. про это, да, Наташ. Я раньше тоже думала, что это просто вот люди, им надо, думаю, показать надо Мубаю и Зулю Камалу. Знаете, допустим, да, если вы знакомы с татарской там, Мгм. Индией, условно, музыкой, Мубай и Зулю Камал. Я такая, вот, не-не, вот им надо показать надо, и все, они все поймут, они начнут их слушать. Я в такси пробовала мужикам показывать, короче, М. водителям. Вау, Я то есть пробовала, эксперимент. Да. да, пробовала своим двоюродным сестрам, которые вот в деревне выросли, ну, в смысле, вот до взрослого возраста, они там в деревне росли, а потом переехали в город, а, тоже им показывала. В общем, и я была уверена, что сейчас у них мир перевернется. Я прям предвкушалась, когда ставила запись. И ничего не произошло. Вот. Я не знаю почему. И с тех пор я поняла, что это, как бы, наверное, недостаточно того, чтобы они просто один раз услышали. Должен быть, наверное, просто какой-то бэкграунд. Вот кому-то повезло, что там, мои родители уехали из деревни в свое время. Вот в этом смысле повезло, что я была в большом городе, мне попался хороший преподаватель. У меня Мгм. с раннего детства сложился такой опыт слуховой. М. Вот, потом познакомилась там с друзьями, которые мне показали там Вот, мне кажется, британскую вот это музыку. как Вот, раз здесь важно. Типа, когда тебе показывает кто-то близкий, ты готов его да, услышать тоже. да. А так, Но если бы я была рядом с ними, мне кажется, я бы тоже с удовольствием слушала джаз эстраду, мне кажется. Мне кажется, что как раз, через интернет, на самом деле, очень много людей просто может послушать много разной музыки и, наконец, как бы что-то такое просечь. И Да. я Ну, думаю, но много плохой век музыки вот тоже этих. можно. Что? Много плохой музыки тоже может увидеть, потому что у них самая агрессивная реклама, самый хороший маркетинг, и это все хорошо работает. Вообще, как бы не важно, что ты делаешь, главное, чтобы это хорошо продвигалось. А люди все сидят. Вот не знаю, мне кажется, что правда, то есть у меня какая-то есть вера и вера
вера в людей, вера в вас тоже, что, типа, вот слушать вот этих, на самом деле, 4 композиторов эстрадных, современных, просто люди долго не будут, ну и какое-то новое поколение, оно, которое имеет доступ к информации, и в том числе к куче разной музыки, бесплатно выложенной в интернете, с детства, будет как-то, ну, совсем по-другому это все воспринимать, и просто, ну, очень сложно предугадать, как кто кому отправляет какие песенки, но вот там, не знаю, что во ВКонтакте просто какие-то люди вашу музыку пересылают друг другу, Это и мы вот это так вернулись, расходит. это мы вот вернулись, сейчас такая у нас, получается, арочка получилась, как тема преподавания. Как важно, чтобы преподаватели, учителя были суперзвезды, которые бы успели в этом возрасте, еще с маленького возраста, вложить в человека что-то, Ну или поражающее его. может быть, хорошие друзья, которые как раз вовремя Друзья, поставят да. какую-то музыку и направят тебя тоже вот в какое-то то место. Просто, мне кажется, в интернете гораздо больше может быть друзей, и вот, ну, даже то, что мы сейчас с вами так говорим через интернет, это уже как-то здорово связывает, вот. И надеюсь, как-нибудь я буду листать ТикТок, и там наткнусь на какое-нибудь видео с вашей музыкой. Вот, и нам уже пора прощаться, потому что на очереди там следующие участники программы. Спасибо. Да, большое вам спасибо за то, что уделили нам время, и чтобы мы так все обсудили. Понятно, что сильно не все, и я надеюсь, что наши слушатели сейчас вот кусочек вот этой атмосферы с концертов тоже поймать за время просмотра видео, которое мы дальше покажем. Вот, и с вами были Наташа Тышкевич, я историк, и Ания Файзрахманова, Александра Мустафина, участница группы Шуна. Вот, и дальше вас ждет кинопоказ фильма «Булак. Святой источник». Оставайтесь на нашем канале. Всем Спасибо. пока-пока. Всем пока. Всем пока.